В эфире новости, в студии Василий Радченко и главное к этому часу. Эпидобстановка в регионе остается на прежнем уровне. За сутки выявили более 65 заболевших. Стартовала национальная программа профобучения и получения доп. Образования. Пользуется ли она популярностью у якутян? После триумфальной победы Сардана Трофимова вернулась в Якутск. Впечатлениями от поездки она поделилась с нашим корреспондентом. За минувшие сутки в Якутии выявили 66 больных коронавирусом. Согласно данным оперативного штаба, из них в Якутске 32, в Мирнинском районе 10. В Мегино-Кангаласском 9 человек, в Татинском 6, в Алданском районе 4, в Вилюйском районе 3 случая, в Нерюнгринском 2. Летальных исходов от COVID-19 за сутки не зарегистрировано. Лаборатории Якутии провели более 2500 исследований. Смог от лесных пожаров привел к задымлению села Итыкёль Татинского района. Утром видимость была всего 10 метров. Туман начал рассеиваться с 9 часов утра, поднялся и сейчас наблюдается только дым. Видимость увеличилась до 500 метров. На пожаре вблизи КИИ задействовано порядка 50 человек. В Немиде около 35-40, в том числе мобилизованные жители. Сегодня к ним на подмогу выйдут еще 20 добровольцев. В селе Усть-Тата мобилизовано 10 человек. По состоянию до 22 сентября 2002 года в Татинскому действует лесной пожар номер 303 село Кые, 306 село Дебдирге и 308 село Булун. Рекомендация Роспотребнадзора: надо использовать марлевые или аптечные маски, запретить выход на улицу без средств индивидуальной защиты органов дыхания. Хроническим больным рекомендуется сидеть дома. И при повышении давления или других признаках сообщить об этом медикам. За 7 месяцев текущего года в Якутске возбуждено более 300 уголовных дел по факту мошенничества с использованием современных средств связи. Примерно половина дел связана со звонками от незнакомцев, которые обманом выуживают у своих жертв конфиденциальные данные. Тему продолжит Юрий Осипов. С вашего лицевого счета произошло списание денег. Чтобы отменить операцию, необходимый номер вашей банковской карты и код из СМС-сообщения. Таков один из способов обмана дистанционных мошенников. Есть и множество других. Так жительница Якутска стала жертвой мошенников, пытаясь продать плиту по объявлению. Мне позвонили мошенники и сказали, что звонят с комиссионного магазина «Победа» и хотят купить у меня газовую плиту. Сказали, нужно продиктовать им номер карты. И я им продиктовала номер карты. Затем он сказал, что придет СМС с кодом. И этот код тоже я должна сказать. Итогом стала кража со счета девушки 50 тысяч рублей. В этом году полиция отмечает рост числа подобных преступлений. За 7 месяцев в одном только Якутске возбуждено 321 уголовное дело, что почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Мы проводим профилактику среди населения с целью недопущения данных преступлений. Попадается, так скажем, все категории граждан Республики Саха-Якутия. Но в последнее время прирост потерпевших, то есть заявителей, это категория граждан от 30 лет даже, можно даже сказать. То есть, получается, злоумышленник звонит с неизвестного номера, представляет якобы там сотрудником банка, сотрудником магазина, продавцом этого магазина. И, введя в заблуждение, как говорится, создается, как говорится, условия, негативные условия. Зачастую преступниками становятся даже простые граждане. Найдя чужую банковскую карту, ни в коем случае нельзя ею пользоваться. Даже если вы снимаете или тратите самую незначительную сумму, говоря словами следователей, уже появляется состав преступления. Юрий Осипов, Якутск. Свыше 17,5 миллиардов рублей направят на развитие Арктики. Средства выделяются в рамках программы социально-экономического развития арктической зоны Российской Федерации на период с 2021 по 2023 годы. Прогнозируется, что в ближайшие 2 года расходы вырастут почти на 11 миллиардов рублей. Это объясняется выделением средств на субсидирование создания и реконструкции объектов инфраструктуры, возмещением доходов по кредитам при реализации инвестпроектов и прочую поддержку жителей арктической зоны.
Проект Ленского моста в Якутии выходит на стадию практической реализации. Айсан Николаев провел заседание Совета по проекту. Сообщается, что первый этап подготовки территории строительства завершится в конце сентября этого года и поступит на рассмотрение глав госэкспертизы. В декабре 2020-го будет получена экспертиза на первый этап проектно-сметной документации объекта. Проведены все необходимые геодезические, гидрометеорологические, экологические, транспортные изыскания. Ведутся работы по согласованию документации по планировке территории, выкупу и аренде земельных участков, подпадающих под строительство мостового перехода, исключению земель из статуса городских лесов, ликвидации и скоплений мусора в районе Старой Табаге, говорится в сообщении. Глава Якутии подчеркнул, что проект выходит на стадию практической реализации. Якутия победила в номинации «Прогресс года» 8-го национального чемпионата WorldSkills Russia 2020. Ею награждаются регионы, сделавшие самый большой рывок по сравнению с предыдущими результатами. В этом году выявлено два победителя. Это Республика Саха-Якутия и Томская область, поднявшиеся по сравнению с итогами 2019-го на целых 10 позиций. Награды регионам-победителям вручил министр просвещения России Сергей Кравцов. Победителей поздравил и глава Якутии Айсан Николаев. Он сказал, что наши студенты и юниоры на чемпионате WorldSkills Russia 2020 завоевали 24 награды. Это 9 медалей и 15 медальонов. В прошлом году в копилке Якутии было 4 медали и 2 медальона. Самое главное, среди победителей представители из разных учебных заведений нескольких районов. В рамках федерального проекта «Демография» на территории Якутии стартовала национальная программа профобучения и получения дополнительного профобразования. Это курсы повышения квалификации и получения новой специальности. Какая целевая аудитория у проекта и пользуется ли он популярностью среди якутян, узнала Полина Долинская. Новая профессия. Как-то, не знаю, выше себя чувствуешь по статусу, так что люди, учитесь. Анита Чемпосова давно покинула университетские стены, но, получив диплом юриста, поняла, что ее призвание – это работа с детьми. Долгое время она работала помощником воспитателя в детском саду. Позже многодетная мама решила повысить свой профессиональный навык и снова сесть за парту. Я вот любитель с детьми пообщаться, поработать с ними. У меня у самой 4 детей. Маленькой вот годик исполнилось в августе. И вот я вот сидела по уходу и как раз вот на работе этот вопрос подняла. Как вот мне вот переобучиться и за вот, цену узнать, а потом увидела вот это, на работе мне сказали, что есть такой у нас проект. И вот и все, и пошло, поехало. Спустя 2 месяца дистанционного обучения Анита получила профессию по своему призванию. Немалую поддержку ей оказали домочадцы. Ну, все за, ничего такого. Ну, учиться никогда не поздно. Учись, все. Никто не мешал, все помогали. Национальный проект профобучения и получения дополнительного профобразования стартовал в рамках федерального проекта «Демография». Данная программа включает в себя курсы повышения квалификации, переобучения и получения новой специальности. Основная категория граждан проекта – женщины, находящиеся в декретном отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, женщины, имеющие детей дошкольного возраста, а также пенсионеры и граждане предпенсионного возраста. Основными целями этих проектов является, помочь гражданам обрести новые специальности или повысить свою квалификацию, чтобы быть конкурентоспособными на современном рынке труда. Для этого в текущем году предусмотрено около 4 миллионов рублей средств федерального бюджета. В республике в 2020 году обучение пройдут более 250 граждан, 49 из которых – это люди старшего возраста. Часть из них повышают свою квалификацию по таким специальностям, как логопеды, младший медперсонал, работники системы образования, а некоторые осваивают новые профессии. Старшее поколение, также незанятых женщин, у нас предусмотрена оплата стипендий во время учебы, а для граждан старшего возраста, если они учатся в другой местности, то мы оплачиваем проезд и проживание в период обучения. Срок обучения составляет от 3 до 6 месяцев. Чтобы принять участие в проекте, необходимо подать заявку в Центре занятости по месту жительства. Полина Долинская, Илья Сыромятников, Якутск.
В селе Батагай Усть-Алданского района открыли новый сквер. Его посвятили участникам Великой Отечественной войны, жившим в летнике Чаранай и работавшим в колхозе имени Карла Маркса. В сквере установили канавязь. Объект построен по инициативе активиста наслега Анны Бурнашовой. Отметим, что с летника Чаранай вышли множество именитых людей, которыми гордится республика. Среди них, например, Николай Тарский, известный пропагандист спорта. После триумфальной победы Сардана Трофимова вернулась в Якутск после выступления на московском марафоне. Она приехала со своим тренером Татьяной Жирковой. В аэропорту их встретила наш корреспондент и расспросила о впечатлениях от поездки, подготовки, самих соревнованиях, а также о дальнейших планах. Готовились 4 месяца. Половина сборов проходила тут, в Якутске, а вторая половина уже в Кисловодске. Результатом довольны. Как ровно 28:00 планировали, также пробежали. Ну, немножко там 2 секунды не хватило. Вот. Мы рады, что погода так устоялась, потому что по интернету видно было, что ожидается еще дожди. Вот. Но дождя не было. Как раз, когда вышли на старт, вышло солнышко и немножко прогорела трассу. Но было ветрено и холодно. Сейчас я буду немножко отдыхать, потом уже готовиться к чемпионату России. Она будет в декабре в Сочи. Класс. На 1 сентября спортсменка преодолела дистанцию в 42,2 километра за 2 часа 28 минут и 2 секунды, установив тем самым новый рекорд. Предыдущее лучшее время, установленное в 2018 году, также принадлежало Сардане. Чемпионов, болельщиков нашей чемпионки, конечно, Сарданы Трофимовой. Еще одна спортивная медаль теперь есть у Якутии. Ирина Даниленко вошла в 5 лучших в категории фитнес-бикини на чемпионате Южно-федерального округа по бодибилдингу «Самсон-47», который прошел в Краснодаре. Также Ирине принадлежит серебро в категории фит-модель, где ей удалось обойти 8 конкуренток со всей России. Я спонтанно решила участвовать. На тренировки никак пандемия не повлияла. У меня, наоборот, даже возросли где-то силовые. За месяц до участия в турнире «Самсон-47» я просто скорректировала программу тренировок, программу питания и решилась ехать. Самое сложное вообще в этих категориях, фитнес-бикини, фитнес-модель, это, конечно же, позирование, которое надо отрабатывать заранее. На этом пока вся информация, но наши корреспонденты продолжают следить за новостями. Оставайтесь на нашем канале.